Добрый день, ребята! Добро пожаловать на наш первый урок. Мы с вами будем погружаться в мир мобильной фотографии. Даже если не заразитесь серьезно данной темой, то хоть узнаете много нового и полезного. Давайте перейдем к главной теме нашего урока. Сегодня будем говорить про технику съемки. Научимся пользоваться камерой нашего смартфона. Не изучив камеру, мы не сможем двигаться дальше, не сможем создавать наши шедевры. Поэтому не поленитесь и обязательно посмотрите обзоры именно вашей модели телефона. Для начала заметим, что совершенно не важно, какая у вас модель смартфона. Классные снимки можно сделать даже на самые простые по качеству камеры. Самое главное — подойти ответственно к этому вопросу. Что мы должны знать о нашем мобильном устройстве? Начнем с того, что очень важно, чтобы линза вашей камеры была чистой. На первый взгляд этот совет может показаться глупым и странным, но на практике многие снимки получаются испорченными из-за ярких разводов по всему кадру. Профессиональные фотографы хранят свои линзы в специальных сумках. А мы держим с вами телефон в руках, постоянно задеваем линзу пальцем, и это очень влияет на качество фотографий. Особенно часто такие дефекты встречаются на фотографиях, сделанных в вечернее время или при ярком солнечном свете. Вы должны выработать себе привычку. Прежде чем сделал кадр, обязательно протри свою линзу. Протирать нужно аккуратно, желательно тряпочкой из микрофибры. Думаем, что разница между фотографиями красноречива. Поэтому не забывайте про главный принцип. Разрешение. Чем выше разрешение, которое измеряется в пикселях, тем более детализированным будет снимок, на них можно рассмотреть мелкие подробности. Лучше выставлять самое большое разрешение. Только имей в виду, размер файла при этом увеличится, так что не забывай следить за тем, сколько свободной памяти есть в твоем распоряжении. Как поставить максимальное качество картинки в нашем смартфоне? Если у вас iPhone, зайдите в настройки, камера, подпункт форматы, поставьте наиболее совместимые. Когда мы ставим на этот формат, iPhone менее ужимает качество картинки, и фотография получается намного лучше. Если у вас Android, заходим в саму камеру, настройки, ставим максимальное разрешение кадра. Тут есть еще один момент – соотношение сторон. Если вы делаете снимки для своих социальных сетей, соотношение удобнее всего выбрать 4:3, так как 16:9 делает фотографию вытянутым. Фокусировка. Даже если линза камеры совершенно чистая, иногда ваш объект не выглядит четким. Потому что автофокус камеры не всегда фокусируется там, где вы хотите. Чтобы гарантировать четкость предмета, вы должны будете установить фокус вручную. Составьте кадры и нажмите на экране там, где вы хотите установить фокус. Обычно это основной предмет. Желтый квадрат укажет на точку фокуса. Таким образом вы сделаете акцент на интересующем вас объекте. Можете сфокусироваться как на переднем плане, так и на заднем. Все зависит от истории вашего снимка. Следующий момент – настройка света. Свет – ключевая составляющая фотографии. Свету мы посвятим целый урок. Но сейчас мы коснемся этого момента с технической точки зрения – настройки экспозиции или яркости картинки. Экспозиция – один из важнейших параметров. Он определяет величину засветки матрицы, от которой в итоге зависит, насколько ярким и светлым получится снимок. По умолчанию на автомате телефон не всегда грамотно выполняет эту функцию. Не всегда делает светлым именно то, что нужно нам. Мы своим зрением видим картинку полностью. Смартфон же может либо передний план сделать светлым, при этом задний план теряется. Либо наоборот, передний план темный, а задний план правильно проработан. Мы должны с вами выбрать, что в кадре важнее. Для того, чтобы настроить освещение в вашем телефоне, вначале установите фокус. Проведите пальцем по экрану вверх или вниз. При движении ползунка вверх вы увеличиваете количество света, двигая ползунок вниз, вы уменьшаете его. Если у вас экспозиция постоянно меняется, и вы не хотите его постоянно настраивать, на айфоне вы можете нажать экран и удерживать 3-4 секунды. Экспозиция и фокус временно заблокируются, и потом вы ползунком можете делать светлее или темнее. Фокус и экспозиция не будут меняться при этом, пока вы не нажмете снова куда-нибудь на экране и сбросите блокировку. Если у вас Android, все то же самое, пальцем нажимаем на наш главный объект на экране и крутим плюс или минус. Плюс делает кадр светлее, следовательно минус темнее. Помните, если вы картинку пересветили, этот вопрос при постобработке вы никак решить не сможете. Пересвеченная часть картинки – это как потерянные данные, с которыми вы не можете ничего поделать. Поэтому сделайте так, чтобы картинка не была пересвеченная. Изучайте режимы съемки, которые есть в вашем смартфоне. Серийная съемка важна при фотографировании движущихся объектов.
Делайте снимки сериями, никогда не знаешь, что произойдет в кадре через секунду, а происходит разное и регулярно. Иногда в определенных ситуациях стандартная камера не справляется со сценой, которую вы пытаетесь снять. Например, пейзаж, городской вид не укладываются в рамки стандартного кадра. Это тот случай, когда нужно воспользоваться панорамным режимом. Портретный режим – это особый режим съемки, при котором здание фона автоматически размывается. Это позволяет сфокусироваться на важном объекте и добавить стильный эффект боки к вашим фотографиям. Цифровой зум. Если у вас на смартфоне одна камера, никогда не используйте цифровой зум. Что делает зум? Он просто всего лишь из вашей картинки вырезает кусочек, тем самым имитирует увеличение, из-за этого ухудшается качество снимка. Если вы хотите сфотографировать объект, который далеко от вас, подойдите ближе и используйте камеру без зума. Убедитесь, что в настройках камеры выключена вспышка. И никогда ее не включайте. Снимок с использованием вспышки. Очередной снимок на память родственникам, не более. Последний совет. Снимайте, снимайте и еще раз снимайте. Каждый день фотографируйте. Практика очень важна. О мобильной фотографии можно говорить бесконечно. Но это только первый урок. Дальше будем познавать вместе азы съемки и обработки при помощи смартфона. Этот урок может вызвал у вас больше вопросов, чем ответов. Но не стоит паниковать с последующими уроками, надеемся, все встанет на свои места.